Основной формой промышленного производства древних абхазов являлись ремесла. Главными же ремеслами, которыми абхазы занимались испокон веков, являются деревообработка, ткачество, кузнечное ремесло, гончарство и другие. Со временем все эти древние ремесла пришли в полный упадок. Однако уже в наше современное время нашлись люди, возродившие некоторые старые традиции, и в этом им помог Сухумский центр гуманитарных программ. Ткацкое дело существовало у абхазов, как и у всех народов Кавказа с незапамятных времен. Ткацкое ремесло и рукоделие имели свою божественную покровительницу, богиню Ярыш, которую очень чтили абхазские мастерицы. Она рисует птицу на лету. Так абхазы выражают свое восхищение трудом женщин, создавших прекрасные образцы ткацкого искусства. Некоторые уникальные произведения абхазского ткацкого искусства стали достоянием коллекций известных музеев Санкт-Петербурга, Москвы, Берлина. Однако в самой Абхазии в последние годы не осталось ни одного работающего ткацкого станка. Поэтому сотрудница Абхазского государственного музея Тая Аланя решила восстановить весь цикл ткацкого ручного ремесла от изготовления нитей с помощью веретена и восстановления секретов натуральных красителей пряжи до воссоздания работающего ткацкого станка и технологий ткачества. Идея восстановления вот всего этого производства, ткачества из шерстяных ниток, шелковых ниток, хлопчатобумажных ниток, возникла, в общем-то, из-за того, что я постоянно видела в музее очень красивые коллекции ковров, полотенец, там, скатертей всевозможных, шелковых изделий. И было ужасно больно осознавать, что никто сегодня этим не занимается. Более того, уже почти не осталось мастериц, которые знали бы, как пользоваться этим станком, какие детали у этого станка, как работать на этом станке. Если шерсть еще вычесывают в деревнях, там делают нить, такую суровую нить веретеном и вяжут вручную там носки, там кофты какие-то, то уже о изделии ковра, конечно, никто не может вспомнить. Для того, чтобы воссоздать ткацкий станок, Тае пришлось поездить по селам Абхазии в поисках искусных мастериц. Ей удалось найти убеленных сединами пожилых женщин, которые с радостью поделились своими уникальными знаниями. Ей пришлось изучать и научные описания, и рассказы пожилых женщин. Из музейных фондов были извлечены отдельные детали старых ткацких станков, потом были изучены фотографии из музейных фондов, просмотрено было огромное количество альбомов, где, значит, на отдельных фотографиях изображались вот эти ткацкие станки, ткачихи, которые сидят за станком. И вот с помощью этих фотографий и с помощью нескольких людей, которые помнили, как работать на этом станке, какие части, где что с чем соединять, был восстановлен вот этот ткацкий станок, который сейчас перед вами здесь находится. Вот. В этой работе нам очень большую помощь оказала жительница села Хуап Хашиг Арзения. Очень пожилая женщина, ей уже 97 или 98 лет. Вот. Она почти приняла участие во всем процессе, от самого начала до конца. Она показала, как работать с шерстью, как работать с нитью и, собственно, уже работа на станке. Первые вещи, которые были сотканы на этом станке, были сделаны с ее помощью.
Приготовление одежды из сукна или войлока включало ряд процессов: очистку и мойку шерсти, разрыхление, расческу на особом станочке с острыми железными зубьями, прядение, приготовление основы пряжи, установку ее на станке, ткание и уваливание ткани. Идея эта, она как бы была поддержана еще и тем, что мы видим, что очень многие национальные традиции тихо-тихо утрачиваются нашим населением местным. И вот эта идея, она как бы была, подталкивалась как бы вот этой мыслью все время, что очень важно для нас сохранить эти традиции. Это не просто производство, это не просто вот сам процесс ткачества, но здесь сохранены какие-то национальные особенности. Здесь используется национальный орнамент, который типичен только для нас, а не присутствует в каких-то тканных изделиях других народов. Ведь ковры ткут или там полотенца и прочие вещи ткут не только у нас в Абхазии. Этим занимается весь Кавказ, Средняя Азия, собственно, во всем мире занимаются таким производством. Но вот наше, пусть небольшое, но оно отличается чем-то, своими какими-то особенностями, какими-то своими приемами. Это очень важно для того, чтобы мы сохранили и знали, осознавали, что это именно наше. К традиционным ремеслам абхазов относилось и изготовление кукол. К сожалению, эта традиция постепенно исчезает в абхазских селах. Это коллекция, которая родилась несколько лет тому назад, чтобы хотелось сделать выставку куклы 20 века, поскольку начался новый этап, 21 век, но потом как-то решила сделать куклы, вообще национальные старинные куклы восстановить, абхазские. И в процессе работы, конечно, более 2 лет мне удалось восстановить только 15%, потому что я объездила не так много сел, времени было мало. И потом, когда куда-то едешь, надо знать кого-то конкретно. Вот я ездила к тем людям, мастерам, народным умельцам, которых я знала. И это вот результат того, что мне удалось сделать за 2,5 года. Кузнечное дело являлось одним из наиболее развитых отраслей ремесленного производства абхазского народа, причем оно в той или иной степени дожило до наших дней. В прошлом же в каждой общине были местные кузнецы, которые свои профессиональные познания и навыки труда передавали из поколения в поколение, из рода в род. Возродить кузнечное ремесло в Афоне взялась инициативная группа. Они серьезно занялись художественной ковкой. Их первая работа – это ажурный мост через реку Псырцха.
Эскиз этого мостика был готов задолго до того, когда еще даже не строился цех, только идеи были по этому поводу, уже как бы эскиз был готовый, черновой вариант, рисунок. И вот те ребята, которых вы сегодня видели в цеху, мы вместе, значит, засучив рукава, делали этот мостик. У нас ушло на первую работу порядка месяца. Да. Сейчас мы делаем быстрее, сейчас как бы это нам проще дается. Но тогда, не имея особых навыков, мы потратили месяц. И получилось то, что вы видите, вот этот мостик. Да. Это была первая работа, и особо дорогая нам. Но когда появились вторые и третьи работы, мы уже не замечаем этот мостик, мы проходим мимо. Единственное, нам нравится, когда мы видим фотографирующихся людей на нем. И когда, значит, слышим подобный разговор, что как это чудно, это мостик любви. Значит, молодые пары тут часто фотографируются. Нам приятно, значит, мы сделали хорошее дело. Нужен Анакопия. Я почему говорю Анакопия? Потому что название Афон очень молодое название, да. Истоки Афона, конечно, восходят к Анакопии, к огромному политическому, экономическому и культурному центру, где развивались все ремесла более активно, чем где-либо в другой части Абхазии. Здесь было широко развито гончарное производство. Даже с эпохи неолита уже было развито гончарное производство, подтверждение чему находят археологи в земле. Да? Здесь было развито, естественно, и кузнечное производство в эпоху развитого железа уже, как бы если говорить. Да? Тут делали оружие, делали предметы быта, топоры, цалды, пилы, все, что необходимо, серпы, все, что необходимо было населению, живущему вокруг. Сегодня, к сожалению, большую часть этих ремесел и навыков мы утеряли. Но так как мы являемся историко-культурным заповедником, для нас важно не то, что цех сегодня рентабелен и может зарабатывать деньги, а нам важно то, что, значит, мои ученики уже могут сами набирать учеников и обучать их этому ремеслу. То есть у нас вот оазис некий такой образовался, да, новых, но при этом древних ремесел. К сожалению, мы пока еще не смогли в своем развитии дойти до изготовления орудий, значит, орудий производства, таких как топоры, цалды, это все. Но я считаю, что современная промышленность с большой легкостью, простотой это выпускает, и себестоимость намного ниже. Мы можем к этому прийти, и мы к этому придем, но это уже будет следующий этап, и сегодня мы занимаемся художественной ковкой. Мы облагораживаем ландшафт, мы облагораживаем здания. И в будущем, конечно, сфера нашей деятельности будет более широкой.